Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. Так, друзья, значит, только что я снимала, как я делаю голубцы, это продолжение, я просто не знаю точно, будет ли длинным ролик, поэтому сделала вторую часть сегодняшнего дня, поснимаю для вас котлеты, ничего тоже нового, умного, мудрого я не скажу, но я покажу, как делаю я. Так, и как я поняла, по-моему, у меня нет хлеба. Мне нужно будет отправить ребят за хлебом. Так, значит, 2 килограмма фарша у меня. Надо будет быстро котлеты из 2 килограмм фарша. На килограмм, ну, лук еще нужно, и картошку еще нужно. На килограмм фарша у меня идет 250 грамм лука. Так, сейчас, минутку. Сейчас посмотрим, сколько этот лук весит. Тут чуть поменьше. Значит, средние 2 луковицы обычные, средние 2 картошки обычно я добавляю на килограмм фарша. Вот примерно вот так вот. Они поменьше, 230 грамм получилось. Это на 1 килограмм. Но мне нужно еще один, потому что тут 2 килограмма. Сюда жир добавлять я не буду. Я добавляю хлеб. Кто-то добавляет сухари, кто-то добавляет манку. Я добавляю хлеб. Ну, пока придется мне посылать Ибрагима за хлебом. И перекручу лук и картошечку. Котлеты тоже у меня идут в замороженном виде. Ну все. Картошку с луком перекрутила. Хлеб я уже замочила. Ибрагим принес. Вот таких вот 4 кусочка хлеба я добавляю на килограмм фарш. 4 кусочка. Сейчас я не знаю, сколько тут грамм. Сейчас посмотрим. Кому-то может понравиться, кому-то не понравится, но я это делаю так. И пока никаких жалоб не было. 30 грамм один хлеб. 30 грамм, это получается 120 грамм хлеба добавляю на килограмм фарша. Опять-таки, говорю вам, не знаю, правильно или нет. Дома раньше я делала как-то на глаз, никогда не мерила, не взвешивала, ничего не делала. Устроившись на работу в кафе, хотя я в кафе была мучным поваром, я не делала котлет, ничего, но наш повар добавлял так. Вот, и у нее вообще были очень вкусные котлеты. Вот замоченный хлеб я не хочу через мясорубку, через что-то пропускать. Я его вот так вот отжимаю и добавляю. Я не знаю, я не люблю, когда его. Через блендер я еще могу его перебить, а вот через мясорубку я не хочу. Наверное, эта чаша будет маленькая. Вообще я не люблю перебивать лук, не перекручивать через мясорубку, потому что бывает водянистый, много влаги выходит. А через блендер так хорошо. Так, значит, тоже 2, ну, будем говорить на килограмм. Чайная ложка с горкой соли на 1 килограмм. Ну и если на 2 килограмма брать, то чуть-чуть добавлю немножко еще. Также я добавляю и красный перец, и черный перец. Добавьте по своему усмотрению, как вы хотите. Купила черный перец, такой пакет большой. Так ароматно пахнет. Именно черный перец. Все тщательно перемешиваем.
можно еще добавить одно яйцо на килограмм фарша. Сейчас принесу яйцо. Нашли. Так, кто-то в муку не обваливает котлеты. И я не умею работать по-другому. У нас даже в группе девчонки пишут, что одна из них вообще говорит, я вообще не пользуюсь мукой. Просто влажными руками люблю котлеты и обжариваю. У меня не получается, я не знаю. Конечно, экономия масла, мука не горит. Кто-то в сухари обваливает, но в сухари просто у нас клиенты не хотят, чтобы их обваливали в сухари. Сейчас мы перемешаем и отобьем фарш. И пускай он постоит. Я тем временем, 15-20 фарш постоит, я тем временем пойду делать там, в той комнате, в том доме уборочку немножко приберусь все-таки. Немножко не настоится фарш. Мне нужно из стиральной машины вынуть белье, загрузить другим. Это стирка, я говорю, я всегда благодарю тех, кто придумывает стиральную машину. Это что-то. В день по 2, по 3 стирки каждый день приходится делать. Если не больше даже. Не знаю, откуда у нас берется столько грязных вещей. Так, все. И будем отбивать. Сейчас я просто не буду показывать. Вот. Отбивать, конечно, лучше на столе, не в чаше. Я вот так, без фанатизма. Отобью раз, 20 вот так вот. И все. Ну, пусть пока постоит. Так, ну что, мои дорогие, я пока разговаривала по телефону, сделала уже заготовки котлет. Звонила Мадина, общались с ней. Так, значит, я эти 2 килограмма фарша разделила, ну, по 110, по 105 грамм получается одна котлетка. Не знаю, по 100 грамм, мне кажется, они слишком маленькие получаются. Вот, и получилось у меня, по-моему, 35 котлет. Это 2 килограмма фарша. Это просто я говорю к тем, кому интересно, кто занимается этой работой или хочет заниматься этой работой. Забери эту чашку сразу с собой и в холодильник, в витрины холодильник, пожалуйста. А? Она? А. Так. Вот так вот. Что, где котенок? Ой, не знаю. Он вышел, да. Сюда вышел? Да. Так, и теперь вот так вот. Сам зашел? А, может быть, Джабраил положил? Факт, что он вышел. Вот так вот. Обваливаю в муке. Я пробовала замораживать котлеты без обвалки в муке, чтобы потом, кто вот жарит, потом обжаривал, обваливал, то есть в муку. Ну так получилось. Потом эти котлеты забрала Мадина. Ну, купила у меня, можно сказать. И сказала, что у нее получилось так, что половина была в муке обваленных, половина без муки. Что обваленные в муке лучше. В принципе, там немного муки прилипает. Так, вы знаете, сейчас вам неправильно я сделала. Мне нужно. Так. Мальчики. Поели только что уже. Почти время обеда. Так, вот так вот. Я сначала положу их в муку, чтобы потом мука не слишком много было не прилипала к рукам. Если каждую котлетку обваливать сразу. Вот так вот. Так.
Так, и, по-моему, я говорила, что, да, уже, да, говорила, по-моему, сегодня день Победы, друзья, у нас. Ну, я уже говорила и поздравляла, когда Василек рекламировала. Спасибо еще раз всем, кто прислал мне в WhatsApp. Многие присылали поздравления. Сегодня я не поехала на торжества, которые у нас проходят. Не получилось у меня. Вот такая вот котлетка. И да, еще многие пишут, что в духовке. Вот почему-то у нас как-то мало кто в духовке делает котлеты и заказывает котлеты. Вот не любят они почему-то. И в духовке, и обваленные в сухарях не любят. Единственное, сколько вот я работаю, меня попросили одни добавить вместо хлеба хлопья Геркулес. Вот. И одни попросили обваливать не в муке, а обваливать в яйце. Но это была такая волокита, тем более пока я не привыкла. Потом, когда, конечно, я уже привыкла, это было как-то уже попроще. Но первые 10-20 котлет я так намучилась, я уже готова была, наверное, съесть того, кто мне заказал эти котлеты. Вот именно это были одни и те же котлеты. Вот, не добавлять хлеб, добавить хлопья Геркулеса и обваливать, вернее, не обваливать уже, наверное, обмакивать в яйце и жарить. Было очень сложно. Потом, когда уже руку набила, уже, конечно, было попроще. Так, в доме я уже убралась. Теперь мне нужно под навесом убраться. И уже потом лепить манты. У меня еще манты и в заказе, да и, как я сказала, перед тем, как начну готовить для свадьбы, нужно немножко хотя бы постараться сделать запас заморозок. Потому что, чтобы кому срочно нужно, сразу же. В основном клиенты бывают так, что хотят сразу. Ждать не хотят. Хотя я уже, по-моему, 2 или 3 клиентов задерживаю. И должна была я еще одной, обещала курочек зарезать. Но никак руки не доходят. Там у меня как раз остались. Не знаю точно сколько. Но, как я вам говорила, я собираюсь их всех убирать. И уже когда чуть-чуть попозже сын сделает курятник, если сделает, куплю уже молодых таких подростков цыплят, кур. С суточными в этом году вообще не хочу возиться. Хотя, друзья, я заказывала и очень пожалела. Ну, опять-таки, жалеть тоже нельзя, потому что у меня не было. Не успела я с праздником, с заказами все это сделать. Просто физически не успевала. Я заказала индюшат желтых, красных, по-моему, красноузбекская называется, и серых. 3 вида индюшат. Северной Осетии, в Моздоке. По 20 штук заказала, 60 штук этих индюшат, но не выкупила. Потому что я не успела сделать для них помещение. Хотя брудеры у нас были для этих перепелочек, которые старший сын делал. Брудеры были, но вот помещения не было. Чтобы поставить, чтобы обогревать, и помещение, и времени. Даже помещение, в принципе, можно было в котельне, как всегда, я держала. Я даже еще и не успела в этой котельне в этом году нормально покрасить, убраться. Просто я побоялась, что с этим потоком заказов я не смогу за ними хорошо следить.
Потому что за индюшатами это вообще что-то, за ними же надо столько ухода, как за малыми детьми. И пеленки менять им, и вовремя препараты давать, и корм, и воду. Ну, очень много работы с индюшатами. Я 1 год вырастила бройлерных индюшат белых. Это очень волокитно. Но в этом году тоже хотелось именно индюшатами заниматься, потому что другую птицу, в смысле водоплавающую, я в этом году не буду. Наверное, не буду, но точно не знаю. Может быть, даже, скорее всего, раз уж индюшат не купила, может быть, куплю утят и гусят. Ну, не могу я без живности, очень люблю их. Вот, хотя... А? Научился. Жить захотел, кушать научился. Что-то разогреть ему надо было молочко. Он еще маленький. А вообще-то он теплый, по-моему, на теплом полу же стоит. Нет? Холодное? Нет, я включила утром. Холодно. Я пол включила. Я тут реально уже замерзала. Поел? Не носи его туда только. В дом. Не носи, он же не приучен. Убирать будешь потом за ним? Пускай здесь будет. Дакс. Он похудел, такой хорошенький был, за 2 дня прям похудел. Мама вообще не подходит, друзья, если бы вы видели. Просто сейчас я среди еды показывать не хочу. Он малюсенький такой. Мы все соскучились за маленькими котятами. В принципе, очень любим. Что мама, что дети. Я в детстве, когда ходила в школу, со школы, когда видела брошенных этих котят, всегда их забирала домой. Ну, конечно, меня вместе со своим котенком выставляли за дверь. Мама не любила кошек. Ну, как не любила, коты у нас были, но вот чтобы, конечно, чтобы я всех кошек собирала, котят собирала. И это самое. Мне говорилось, иди отнеси и отпусти, откуда взяла. Так что с котятами мои дети похожи на меня. Тоже бы всех кошек, котят, всех бы собрали здесь во дворе. Так, да, у меня где-то был комментарий, но, правда, я не успела на его ответить. Да и как-то ответить, это много писать там именно про это. Типа, почему, по-моему, нет собак или еще что-то. Ну, в принципе, нам эта собака сейчас совершенно не нужна. Собака у нас была. Я рассказывала, что она у нас была. Но вообще по исламу, да, собаку можно держать, если, во-первых, не запускать в дом, во-вторых, ну, нельзя ее трогать, не по-моему, а точно. И собаку можно держать для охраны чего-то, если есть какая-то опасность, что вот, и нужно охранять. Поэтому, ну, у нас тоже была такая неприятность, у меня много чего. Ну, сейчас не буду об этом. И мы завели, нам, вернее, подарили щенка, кавказской овчарки. Милейшее создание, конечно, было. Мы все опять-таки... Ну, вообще у меня вся семья любит живность, хоть какую. Мы прям безумно влюбились в эту собаку. Он такой был, ну, полненький, толстенький, маленький. Назвали его Балу. Назвал его, по-моему, мой племянник. И эта собака была у нас долго. Она выросла в огромную собаку. У нас просто тогда не было забора, ничего. И у меня тогда украли картошку для посадки, поэтому мы ее завели. Но потом уже все, необходимость у нас уже, и мы заборы сделали, и в принципе охранять было уже нечего. И она у меня, значит, сначала стояла во дворе, потом уже там в огороде. Ну, мои родственники
вернее, родственники моего мужа не очень были довольны, что она у нас есть, по идее, да и, в принципе, уже действительно необходимости в ней не было. Но, конечно, просто так его куда-то выбросить, отпустить это было невозможно. И как-то вот подвернулось так, что нас просто попросили об этой собаке, чтобы человек, который продает доски, ну, лес продает, да, доски, вот это вот все, он попросил его для охраны своего вот этого вот места. И мы ему его и отдали. Вот, правда, в последнее время уже не знаем, как-то мы проезжали, всегда видели, что он стоит, что собака стоит. Но сейчас уже давным-давно не знаем. Поэтому вот так вот. В принципе, собаку держать можно, если есть в этом необходимость. Ну, конечно, в доме держать категорически нельзя. Так, ну, по-моему, опять я снимала по-идиотски. Все 35 котлет я налепила. Сейчас быстро отправлю в морозильник. Этот поддончик покрупнее, пошире, как видите. Вот видите? Намного шире. Это мы его испортили. Так, все, сейчас я быстро поставлю в холодильник. Ой, в морозильник. И надеюсь, до вечера быстренько все это заморозится. За подол моего платья играет котеночек маленький, Тимома, телеветик маленький. Так, друзья, у меня спонтанный быстрый заказ. Просто решила, говорю Ибрашке, сними, пожалуйста. Делала уборку под навесом, но вот заказали срочно 10 котлет. Я даже 2 сковороды поставила, чтобы сразу 10 котлет сюда поместилось. Пюре уже варится. Зажарка тоже, как видите, почти готова. Ну, чтобы подлива была. Короче, 10 котлет с подливой. И салат из помидор у меня заказ. Вот так вот. Просто хочу вам показать, как это все быстро происходит. К сожалению, когда я все это быстро делала, ну, в смысле, фарш, все. Ну, вот просто быстрый салатик сделаем. Свежий весенний салат, помидоры, огурцы и лучок. Так, ну и вот наш заказ готов, друзья. Быстро. Я приготовила быстрее, чем едет наше такси. Уже 11 минут едет такси. Значит, 10 котлет, картофельное пюре и свежий салатик. Сейчас быстро закрою. Так, подлива, хлеб и было сказано, что нужна кола. А это Ибрагиму сварила манты. Ну, он уже пол-лоточка съел. Короче, вот так вот, друзья, отправляется заказ.